Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Предприниматели Башкирского Зауралья собрались на бизнес-пикник. На открытом воздухе свободное общение. Жители деревни Чебакуль отметили День деревни. В Челябинской области это самый жаркий день сегодня. Участникам этноконкурса «Уральский батыр» вручили подарочные сертификаты. Что тот опыт, который ты приобрел, дал тебе новый старт. Предприниматели Башкирского Зауралья собрались на бизнес-пикник. День работников торговли прошел в формате Open Air. В столице Башкирского Зауралья состоялось мероприятие, на которое собрались местные работники торговой сферы. Встреча прошла в формате бизнес-пикник. Предприниматели собрались за городом, чтобы обсудить проблемы в неформальной обстановке. У нас в июне месяце проходил Всероссийский инвест-сабантуй. И сейчас мы бы просто хотели в преддверии Дня торговли и предпринимательства поделиться с нашими предпринимателями теми идеями, теми видениями, которые были на инвестиционном сабантуе. На открытом воздухе свободное общение. Будем получать при этом максимальную для себя полезную информацию и удовольствие. Глава Сибая Рустем Авзалов выступил с приветственным словом и вручил отличившимся работникам торговой сферы медали, выпущенные к столетию Башкортостана. Рустем Ахмедкаримович отметил, что за последнее время в Сибае подписано инвест-соглашение на 70 миллиардов рублей. В мэрии регулярно проводится инвест-час. Бизнесменам предоставлена возможность напрямую встретиться с представителями органов власти и городских служб. Глава города заявил, что бизнес и коммунальные службы должны работать в унисон, не затягивая решение тех или иных вопросов, тормозящих развитие городской экономики. Магнит, та же самая пятерочка, да, у них один вопрос. Дайте объем. Если это хлеб, дайте фасовку, упаковку. И чтобы был на них штрих-код. Чтобы они уже не мучились, да, у себя сразу они же прием придут, когда объемы большие. Я думаю, это можно делать. И даже уже мы в городе с бизнесами на тему разговаривали, что они готовы забирать продукцию, но нужно ее должным образом преподнести. Продукт Республики Башкортостан, он экологичный, он очень хорошего качества. Но, к большому сожалению, я всегда об этом говорю, многие на меня обижаются, но предприниматели из Республики Башкортостан маркетинг строят не совсем верно. Специальным гостем встречи стал представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин. Амур Габидулович наградил выдающихся работников зауральской торговли благодарственными письмами, выразив надежду на дальнейшее укрепление связей между регионами. Такие встречи позволяют наиболее полно решить те вопросы, которые имеются у предпринимателей. Сегодня мы наградим особо отличившихся. И в неформальной обстановке побеседуем обо всех проблемах, о тех, которые на сегодня волнуют наших предпринимателей городского округа. Финансовые и логистические связи у нас больше с Челябинской областью, с Екатеринбургом. И у меня даже большое сомнение, почему Башкортостан находится в Приволжском федеральном округе, потому что Челябинск – это Селябе, это вокруг башкирские деревня, там татары, крещеные татары. И я даже скажу, что Челябинская область намного ближе, чем Татария. На пленарном заседании коммерсанты подняли вопрос об экспансии федеральных торговых сетей. Местные предприниматели не могут дать федералам требуемый объем продукции для вхождения в сеть. Амур Габидулович предложил решить эту проблему созданием торговых кооперативов и филиалов за пределами Башкортостана. Эта идея перекликается с недавним проектом регионального постпредства и территории бизнеса по поддержке фермеров и малых форм сельского хозяйства. Чебакульцы отметили День деревни. На мероприятии побывал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Праздник, посвященный Дню деревни, прошел в одном из красивейших мест Кунашакского района. В середине июля в деревне Чебакуль состоялись массовые гуляния. Поздравить чебакульцев приехали глава района Сибагатулла Аминов и депутат Госдумы Владимир Бурматов. В Челябинской области это самый жаркий день сегодня. Значит, это в честь вашего праздника. Я вас поздравляю с вашим праздником. Желаю вам здоровья. Со своей стороны подарок привез. Триммер. Мы по вашему селу закончили проектирование и экспертизу проекта. И сейчас отправили заявку Минстрою, чтобы включили мероприятия по газификации. Если этот вопрос будет решен, значит,
Бог даст, Аллах берет, насыщий год начнем. Праздника. Поздравив селян, Владимир Владимирович прошелся по территории. Чебакульцы успели поделиться с народным избранником своими заботами и планами. В этом году на территории деревни начали закладывать фундамент будущей мечети. Открыт сбор средств для желающих принять участие в ее строительстве. К вам каждый раз приезжаешь и каждый раз попадаешь в такую атмосферу, знаете, настоящего, искреннего, душевного, домашнего, веселого праздника. Я вам хочу пожелать, чтобы вот такое хорошее настроение, такая хорошая погода, как сегодня, она сохранялась для вас на протяжении всего года. А мы вместе с главой района постараемся, чтобы те планы, которые мы для себя наметили по газификации, по благоустройству, они стали реальностью. В программе праздника концерт, спортивные состязания, национальная борьба куреш с тренером и неоднократным победителем районных и областных соревнований Селимьяном Юмагуеном, футбол, из тяжелой атлетики поднятие гири и многое другое. Программа была насыщенная и разнообразная. Со сцены звучали слова благодарности спонсорам мероприятия. Глава Саренского сельского поселения Тензиля Гемалова награждала сельчан и вручала подарки. Для самых маленьких гостей были установлены батуты, горки, прокат детских электромобилей. Всех вас, живущих в Чебакуле, объединяет желание, стремление благоустроить его, делать чище и краше. Мы сумеем сделать нашу деревню успешной, процветающей. Незаменимым атрибутом праздника были юрты, оформленные в национальном стиле. Для гостей праздника работали продуктовые и торговые лавки. Жарко и многолюдно провели чебакульцы свой праздник, от жары спасались купанием в озере Чебакуль. Пройти первый класс за месяц поможет школа Жохова. Подробности смотрите далее. Учитель начальных классов Артур Шейхутдинов практикует ментальную арифметику, обучение математике с помощью сказок, активное использование в работе кубика Рубика. Все это помогает ребенку смотреть на математику шире. Дети на уроке могут двигаться, делать упражнения, гимнастику могут делать, могут даже залезть под парту. Все равно они слушают и слышат информацию, и эта информация откладывается. Ребенок может на уроке петь, например, если они в течение урока хорошо занимались, и они в конце урока поют песни. И когда ребенок поет песню, а вместе они поют как дружно, то ребенок чувствует себя хорошо, он освобождается от какой-то, может, негативной энергии, и для него это будет польза. Педагог принес в редакцию «Уралым» различные вариации кубиков Рубика. Наглядность в решении знаменитой головоломки дает возможность детям подружиться с арифметикой легко и непринужденно. Также в школе Жохова активно используются счеты. Оказалось, забытый ныне атрибут советских торговых точек позволяет обучить ребенка считать в уме легко и быстро. Прошу показать, например, покажи, пожалуйста, 1 сантиметр. И большинство детей, они просто тыкают вот на однерку. Вот он. 1 сантиметр. А есть еще 1 сантиметр. Большинство даже могут не показать. Вот же один, вот он. Больше его нет, а на однерку тыкают. Вот. И если подойти с пониманием с этим вопросом, покажи 1 сантиметр. Вот он. Вот. Ребенок покажет такую черточку. Вот он 1 сантиметр. А еще есть сантиметр? Да, есть 1 сантиметр. Вот, например. А еще есть? Да, вот он. Вот он, 1 сантиметр. Если когда ребенок так показывает, он уже понимает, есть какое-то понимание этой величины. А если спросить, например, а как ты думаешь, сколько здесь может быть сантиметров? Вот, если ребенок не понимает, он скажет, 40, все, больше не помещается. А если так глубоко подумать, сколько можно здесь показать 1 сантиметра? Здесь можно показать бесконечное количество сантиметров, вот именно 1, 1, 1. Вот как раз вот здесь идет понимание того, что именно ребенок понимает, что это математика, что это длина. В обучении по методике Жохова есть 3 основных принципа. Во-первых, это наглядность. Без наглядности нет обучения. Второй принцип – последовательность обучения ведется от простого к сложному. Батыры прошлого и настоящего. Обновлен памятник башкирским конникам. Участникам этноконкурса «Уральский батыр» вручили подарочные сертификаты.
Памятник башкирским конным полкам пережил обновление. На монумент установили мемориальную доску с новыми данными. Теперь надпись гласит: посвящается легендарным воинам, призванным с территории современной Челябинской области в составе полков Башкирского, Мещерякского, Оренбургского Драгунского, Оренбургского Казачьего, Оренбургского Атаманского Казачьего, Екатеринбургского, Костромского, Рыльского и Уфимского пехотного. Участникам Отечественной войны, Бородинского сражения и заграничных походов русской армии 1812-1814 годов. Заложили основу это заграничный поход, потому что русская армия была разгромлена практически. Не только Наполеон наступал в холод, они тоже замерзали, разутые, голодные, без одежды. Даже остановились, в казне денег нету. На территории нынешней Челябинской области в начале 19 века формировались башкирские и оренбургские казачьи полки с участием наших предков-земляков. Память о подвиге воинов той эпохи увековечена в нескольких объектах: памятники терсякам в деревне Даутово и Покровской церкви в селе Большой Куяж. Кроме того, большое количество населенных пунктов области названо в честь побед наших войск в войне 1812-1814 годов. Например, поселки Арсинский, Березинский, Берлин, Бородиновка, Бреды, Касельский, Кацбахский, Красницкий, Лейпциг, Париж, Тарутино, Фершемпенуаз. Географически в них прослеживается территория сражений Отечественной войны. Спасибо вообще. По инициативе историка-активиста башкирского Курултая, потомка участника войны Рафаила Бакирова, было принято решение о сооружении памятного знака в Челябинске на месте, откуда, как считается, сформированные полки уходили на войну. К подножию памятника доставили по горсти земли с мест сражений, в которых участвовали наши воины: Бородино, Лейпциг, Париж, Дрезден. Если в вашей семье есть предки, ушедшие в 1812 году на фронт, поделитесь об этом с председателем Ассоциации башкирских общественных организаций Челябинской области Раулем Асатулиным по телефону 8 908 055 22 77. Поздравляю, желаю, чтобы в жизни все сложилось, что тот опыт, который ты в конкурсе приобрел, дал тебе новый старт, чтобы ты в себя верил, знал, что у тебя серьезные культурные традиции, за тобой целый народ, за тобой целая страна, чтобы все у тебя получилось прям по-хорошему. Участники этноконкурса «Уральский батыр» получили подарочные сертификаты. Этноконкурс направлен на национально-патриотическое воспитание молодого поколения южноуральцев. Так ребята учились верховной езде, борьбе курэ, стрельбе из лука, разбирать и собирать оружие, сдавали нормы ГТО. Навыки по хореографии, ораторскому мастерству участники получали от руководителя детской студии «Афарин Майтап» Валитовой. Поздравляю с победой, заслуженной. Поздравляю с участием премьер-министра. Сертификаты вручал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. Каждый из батыров получил денежные сертификаты от правительства области на 3000 рублей. Победителям вручили сертификаты номиналами 5, 10 и 20 тысяч рублей. Уральский батыр завершен, но проект будет продолжен в следующем году. Наша передача подошла к концу. Ошының менән тапшыруыбыз тамам. Киләһе очрашканга тиклем.